В этом видео хочу показать, как я делаю ремни на охотничьи лыжи. Но я уже резал тут. Немножко, чтобы главное ухватиться пассатижами. Вон как отходит он. Отходит не очень хорошо, но немножко надо поработать, конечно. Транспортерную ленту можно купить в магазинах, где подшипники, сальники продают. Оргстекло, ну обычно где вот запчасти эти. В основном где подшипники. Можно, конечно, и где вот пилорамы уже запрошенные. Там тоже есть. Или по знакомству попросить в пилорамах. Да, этот процесс медленный. Ремень крепкий сам по себе. Вот сантиметр за сантиметром так и будем отслаивать. Где-то у меня сантиметр толщиной ленту я брал, покупал. 10 сантиметров ширина. Там разные ленты продается. И вот этот тут нормально будет. Это уже выкинем. Он тонкий, один слой. Да, надо или вдвоем так, если потянуть, все. Мне просто силы не хватает. Что... Да, если прижать, зажать, если зажать куда-нибудь, он пойдет. Такими слоями аккуратно идет. Он немножко так остается там, чуть-чуть, но основной слой. О, пошла. Здесь поуже я уже тут резал из-за этого. Или можно сразу толстую ленту. Какой ширины нужен? Ну, обычно 3 сантиметра хватает. Режешь и отслаиваешь. Легче получается отслаивать. Вот и все. Это так. Ну, в принципе, одинаковая толщина получилась. Нормально. Слишком жесткий нельзя. Не надо. О, мягкий. Самое то. Ништяк. Так, дальше будем делать ремни. Один передний ремень и 2 боковых. Для этого сделаем 3 полоски. Так, это здесь лишнее тут убираем. 2 ремня по 2,5 сделаю. И один ремень 3 сантиметра шириной. Так. Меряем 2,5. Так, получается 2 штуки по 2,5 и третий у нас 3 сантиметра. Это передний ремень будет. Дальше режем. Нам надо 70, 35 и 60. Так, меряем. Все, получилось 3 ремня. Один пошире, это передний ремень будет. И 2 сбоку. Размер ног у всех разные. Смотрите, меряйте и делайте по своим размерам обуви. Дальше нам нужен электрод. Я использую
тройку 3 мм диаметром и вычищаем. Вот что получилось. Вторую также буду очищать. Дальше будем делать для ремня застежку. Или я не знаю, как там правильно называется это. Пускай будет застежкой. Шириной пассатижи гнем. Получилось вот так. Дальше где-то сантиметров 3, наверное, хватит. Перегнем. Можно, конечно, из магазина брать, но я все делаю сам. Так, дальше меряем ширину. Вот ширина ремня. Дальше будем вот, получилось. Лишнее откусим. Получается вот такая штучка. Дальше нам нужно вот что мы видим, что получается еще кусок трубки надо. Я приготовил вот такую маленькую трубку и будем надевать вот сюда. Мы видим, вот получилась у нас такая застежка для ремня.
нам понадобится 4 застежки на одну пару лыж. Это получается 2 комплекта ремня. 4 застежки. Все. Идем дальше. Застежки готовы. Дальше делаем что? Здесь надо сделать дырку для этого язычка. Немножко. Вот что у нас получается. Вот такой ремень с застежкой. Тут надо зашивать. Вот здесь. Но я буду работать вот таким заклепочником. Возьму все это дело на заклепки. Зашивать дольше, трудно зашивать. Лента крепкая. Дальше протыкаем шилой. Для заклепки. И одеваем заклепочником так. С внутренней стороны гладко будет там, чтобы не терло ничего, обувь. Тут я уже приготовил вот такие штучки из жести оцинкованной 0,5 толщина. И надеваем. Так. Вот такая штучка получается. Вот так одеваем вторую заклепку. Все. И вторую также сделаем. Для уверенности, чтобы уже верняк было. Вот так. И не надо зашивать ничего. Немножко поработали заклепочником. Вот что мы видим, что получилось. Дальше уже будем собирать. В принципе, так будет выглядеть. Но это уже поподробнее покажу на лыжах. Здесь дырочки еще надо сделать. Если обувь будет разная, вот скажем на валенках, там побольше надо. Или еще в других ботинках каких-нибудь поуже сделать. И тут тоже дырочки.
сделаю и поподробнее покажу. Вот. Как-то так. На днях выстрогал новые лыжи охотничьи. 1,70 м, наверное, длиной получился. Вот, сюда ремень будем надевать. Такие лыжи самодельные. Но это уже насчет лыж другая тема. Так, мы надеваем ремень на лыжи. Это делается очень просто. Вот тут у нас такой зазор. Так. Руки грязные. Сейчас я делал, обжигал дырочки вот здесь. И так одеваем. Все, в принципе. Вот и все. Готово. Это лишнее можно отрезать. Я с запасом все это делал. Все. Тут также надеваешь. Вот так получается. Вот такие ремни крепления из транспортерной ленты очень крепкие и прослужат несколько лет, несколько десяток лет даже, смотря как будешь ходить. Вон заклепочником там все сделал аккуратно, ничего не трет. Вот сбоку смотрится как. Ну все. Может кому и пригодится, может кто так тоже сделает, если не поленится. А с магазина, если брать крепления, они, я не знаю из какого материала, и долго не выдерживают. Иногда бывает растягиваются или еще от сырости, от влажности, гниют быстро. А лента, она крепкая, с капроновой ниткой, резина прослужит очень долго. Вот. Смотря по какой надеваешь, вот, подбираешь дырочку, все, надел. Вот. Сюда лишнее можно. Все, здесь можно отрезать, это лишнее. Слишком много не надо. Но я делал все с запасом, лишнее можно отрезать тут. Тут одеваешь также. Все. Тут тоже очень много лишнего. Здесь можно тоже отрезать. Сантиметров где-то 10 оставляешь, все равно это уже нормально будет. Лишнее не надо. Все. Да еще подложку. Но это не самое главное. Главное ремень.